Приветствую вас, дорогие телезрители! В эфире «Архивы памяти. Вечные главы истории ингушского народа». Сегодня мы вспомним историю Сосламбека Сусуркоевича Бекбузарова, генерал-майора русской императорской армии. Человек, чей военный путь начался в конце XIX века. Он прошел через горнило Первой мировой войны, включая знаменитый Брусиловский прорыв. Подробнее о его жизни и военном пути узнаем у нашего гостя, начальника отдела использования документов и научно-информационной работы Госархива Ингушетии Бекхана Ужахова. Приветствую вас. Добрый вечер. Начнем с истоков. Бекхан Магомедович, что известно о детстве и происхождении нашего героя? Бекбузаров Сосламбек родился, опять же, по послужным спискам, по документам 4 октября 1865 года. Получается, там месяц с небольшим мы уже будем праздновать, отмечать 160 лет со дня рождения его. Опять же, по документам это не уточнено, что он родился в селении Кескем, хотя пишут. По семейным спискам 1986 года вся его родня там живет, и, очевидно, он и родился там, в этом селе. Сегодня называется Инаркия Малгобекского района. В семье, которая получила дворянский потомственный титул, родился. Не в обычной семье он родился. У него дед был офицером царской армии, Джанчор Бекбузаров. Очевидно, тоже повлияло на его судьбу. В семье их, опять же, по документам было тогда 3 братьев. Сосламбек был старший, средний Яндырхан и младший Асламбек. Сосламбек и Асламбек, они учились в Владикавказском реальном училище. Сначала общее образование получали. Также военным был его дядя родной, брат отца его Янырсан, поручиком царской армии, тоже, видимо, тоже повлиял на то, что он избрал именно военную стезю, чтобы идти дальше по этому направлению. А так, еще и сам из рода Хамхой. Его дедушка был когда-то старшиной селения Хамхи в горной Ингушетии. Потом уже со временем он переходит на военную, получает военное образование. Каковы были основные этапы его военной карьеры? Человек, классический такой офицер того времени, который прошел полностью можно сказать, рядового до генерал-майора. Всего где-то 34 года в военной службе отдал, начиная с 1883 года до 1917 года, революционных этих событий. В 1983 году он начинает как артиллерист, в 20-ю артиллерийскую бригаду идет, но опять же в этой бригаде служил и тот же его дядя Янырсан, который также там был поручиком в этой артиллерийской бригаде. Он потом позже из-за несчастного случая скончался, его дядя. Есть послужной список, где описывается опять его полностью служба, но только до 1911 года, еще до Первой мировой войны, как он полностью прошел, пишут, как он начинал. В 1883 был артиллеристом, тоже они это описывают. Потом в 1985 году он поступает в Киевское пехотное юнкерское училище военное. В августе 1985 года он там обучается. И в 1986 уже выпускается оттуда, получая чин подпрапорщика. Это чин такой, который перед тем, когда офицеры давали этот чин. И его направляют тогда в 45-й Азовский пехотный полк. Там он недолго прослужил, около года. В следующем году он уже переходит в Днепровский пехотный полк, 46-й. Он был расквартирован в городе Проскуров, Подольской губернии тогда это был, так называлось. Сейчас это Хмельницкий на западной Украине, Хмельницкая область. Там он довольно долго служил именно в этом полку. И потом потихоньку его карьера поэтапно, как идет, тогда еще в военных действиях никого не участвовал, потому что когда войны нету, конечно, быстро карьера не идет, но он получает через несколько лет чин подпоручика, офицерский чин, потом поручиком становится, штабс-капитаном, капитаном, и занимая определенные должности, тоже там членом суда он был, батальонным адъютантом, полковым адъютантом, квартирмейстером. То есть по разным направлениям работал он. А как отмечались его заслуги? Как во время войны немного наград дают, но награды у него были. Это и офицерские ордена Станислава 2-й и 3-й степени он получил. Он получил Анны 3-й степени орден. Несколько медалей было, в том числе и за то, что он за его вклад в участие во всероссийской первой переписи 1997 года. Также он получил медаль. В 1909 году он уже получает подполковника, а в следующем, 2010 году, его переводят в 48-й Одесский пехотный полк. Этот полк был в той же губернии, Подольской,
что и Днепровский полк, и, получается, он в этом звании, в этом полку он встречает уже Первую мировую войну. А как дальше складывается его военная карьера? Можно сказать, как бы это два этапа. До Первой мировой войны, хотя во временном протяжении это намного дольше, и первый этап проходит у него, но во время войны он, конечно, получает и наград больше, и это, карьера быстрее у него пошла вверх. Как я уже сказал, этот полк находился тогда прямо на границе Австро-Венгрии, и Первая мировая война, когда они воюют с Австрией, фактически их частями первыми были вынуждены вступить в бой. Поэтому он тоже один из первых был там, в рядах того своего одесского полка. Осенью 1914 года ранен он был, но несмотря на это он в строю остался дальше, участвовал в боях. В 1915 году ему, по-моему, в феврале за его заслуги 2014 года еще ему дают звание полковника, а потом в том же месяце, чуть попозже, Георгиевское оружие. Это одна из высших наград тогда считалась для военных. Вот, было много орденов, которые я говорил, Станислава и Анны, там, Владимира, он их все получал тоже. Но это считалось все-таки как бы более престижное. Это золотое оружие он получил, даже это описывается в приказе императора Николая II за, по-моему, 24 февраля 2015 года. Вот такой приказ, за что ему дают, описывается этот его подвиг. Вот тут написано, вот здесь вот, что вот 48-го одесского императора Александра I полка полковнику Сослану Бекбузарову, они его так называли, Сослан коротко, за то, что в бою 3 октября 1914 года усиление Буды, находясь с батальоном в левом боевом участке, энергично повел наступление на лес, выбил оттуда штыками австрийцев из окопов, причем захватил в плен одного штаб-офицера, 2 обер-офицеров, 39 нижних чинов и 6 пулеметов. Потом этот лес захватил, дальше он еще это наступление продолжил, и в итоге еще 250 человек в плен попало к его батальону. Вот за эти заслуги он получает георгиевское оружие золотое. Также он участвовал в Брусиловском знаменитом прорыве летом 1916 года. Именно за вот эти вот заслуги в 1917 году он получает звание в январе генерал-майора. И еще одну из высших наград — это орден Святого Георгия 4-й степени. Это очень редко это кому давали, чтобы для примера, во всей Российской империи всего 4 были, кто все 4 степени получал. Там Кутузов, Барклай де Толли, Дибич, по-моему, и Паскевич. Поэтому редко кому 3-ю давали, 2-ю, но 4-ю уже было достижением. Также есть приказ, за что ему был дан этот орден Святого Георгия 4-й степени. Но его наградили, вернее, в июле 1917 года, когда уже после революции, это уже не приказ императора, а Временное правительство и Государственная дума. Вот здесь написано генерал-майором, бригадному командиру, как раз таки позже его назначили еще командиром бригады в 19-й пехотной дивизии, в которой еще до этого его полк тоже участвовал в военных действиях против австрийцев. Тут они описывают опять, за что ему дается этот орден. Ну, то есть очень видно, что значительные достижения у людей были. Вот опять он выбил противника, захватил несколько высот, тут говорится, и его подразделение взяло в плен 14 офицеров, 666 солдат, 3 пулемета, много других трофеев. Потом они развили этот успех, дальше перешли в наступление. И еще 15 офицеров, 1100 солдат, 7 пулеметов и много другого оружия захватили у противника. За это ему дают орден Святого Георгия 4-й степени. Надо так сказать, что вот он последним оказался из ингушей, кто генеральское звание получил в 1917 году после него. Больше не получали. Ну, хочется отметить, наверное, конечно, история, как бы не терпит сослагательных наклонений, говорят, если бы уж события 1917 года произошли чуть попозже, на несколько лет, у нас было бы, наверное, еще 5 генералов. Это полковник, которые вот тоже с блестящей послужным списком шли, это Керим Бек Гойгов, Муса Саутиев, Асламбек Катиев, который потом возглавил ингушский конный полк, Касым Долгиев был, Ахриев, Габерт. Вот интересно узнать, как складывалась его жизнь после установления советской власти и возвращения в родное село?
Ну, вот как у многих людей вот его уровня, конечно, плачевно, скажем так, сложилась судьба постсоветской власти, потому что фактически все, что к чему ты шел столько лет, все твои достижения, они обнулились. Тем более, если ты не воевал за советскую власть. Ну, человек какое-то время, он, по-моему, до 29 года жил во Владикавказе, какие-то небольшие должности занимал, это даже не знаю, назвать должностью. Все равно, что вот сегодня какого-нибудь генерала посадить, разжаловать и посадить где-нибудь в МФЦ, чтобы он выдавал просто справки людям. Как, ну, морально это очень сильно бы его нагрузило. То же самое здесь. Он, например, последнее место работы у него было, он в Ингушском областном, по-моему, кредит Союзе кассиром он был. Такие вот небольшие мелкие работки выполнял, потом он опять переселяется в Кескем, свое родное село. Странно, что вообще его до 30-го года никто не трогал с его как бы послужным. Дело в том, что он и в годы гражданской войны, где-то вот по второй половине 19-го, по началу 20-го года, как бы правителем, ну, правителем Ингушетии или представителем Деникина в Ингушетии он был поставлен. А до него был другой генерал, Сафарбек Мальсаков тоже. Очевидно, вот все ему припомнили. Где-то в 29-м году уже началось это расследование по его делам, что там он как бы антисоветскую агитацию ведет, там с кем-то связан, с повстанцами там и так далее. Хотя есть некоторые документы, где его и с прежнего места работы, и с односельчане, что вот только, ну, хорошие о нем говорят, характеристики ему дают, но это мало повлияло на его будущее. Главный бухгалтер просто дает прежнего места его работы, ему характеристику, вот, ну, безупречную характеристику нам дает, что он очень хорошо работал. Ну, несмотря на это, его приговаривают к ссылке, хотя, опять же, в документах тоже есть, что ему тогда 65 лет было, ну, к 30-му году уже, и у него там целый букет заболеваний, это как бы следствие само вот это документы дает, что там у него и с легкими проблемы, и кожные заболевания, и ревматизм, много чего другого, но все равно они принимают решение, что надо его этапировать, по некоторым данным, в Карельскую ССР, ну, на север. То есть через всю страну, с юга на север, они считают, что он сможет туда доехать. Но фактически как бы билет в один конец они ему выдают. И некоторые говорят, что он именно уже в лагере в Карельской ССР скончался. По другим данным, он не доехал по пути, скончался. Мы сейчас как раз запросы сделали, некоторые организации, чтобы тут уточнить, если получится, вот этот вопрос именно вот с его гибелью связанный, где, когда точно он То есть погиб. пока неизвестно, да, где он похоронен? Ну вот документально вот в каких-то местах пишут, вот, что вот, либо в Карельской ССР, другие пишут по пути, но здесь проблема в том, что кто-то пишет по пути, они говорят, что он похоронен под Мурманском. Если он под Мурманском похоронен, получается, он всю Карельскую ССР проехал, и так-то его, получается, или его в Мурманск ссылали, или же непонятно, как он попал в Мурманск, если его высылали в Карельскую ССР. Вот там немножко запутаница, поэтому сейчас в Центральный архив ФСБ сделали запрос, посмотрим, что они скажут, и дальше уже будем работать. Что известно о его семье, о личной жизни? Опять же, вот с послужного списка 2011 года пишет, что у него была супруга, у него была Гошмак Богатырева, кстати, тоже дочь царского офицера Керима Богатырева, и сестра царского офицера Хаджимурат Богатырев тоже получил ту же награду, что и его Нейц Георгия 4-й степени за Первую мировую войну он получил. Тогда у них, ну, опять же, по документам 3 дочки было, старшая Лида, по-моему, звали. Некоторые говорят, опять же, у меня подтвержденной информации нету, что там мальчики были 2, которые в детстве погибли. Также, опять же, по некоторым данным, что еще, как бы потом он второй раз женился, еще дочка у него была. Вот старшая дочка у него работала, по-моему, в Российском обществе Красного Креста, тоже сестрой милосердия, по-моему, в Самаре. Даже тоже, кажется, документ был. Ее наградили еще серебряной медалью, вот за, видимо, за ранеными она этими военными ухаживала. Вот о награждении ее, ну и примерно где она работает, такой документ. К сожалению, дальше вот, видимо, по мужской линии там потомков нету, насколько я знаю. По женской линии, кто там потомки, я не встречал, честно говоря. А сохранились ли воспоминания современников о Сосланбеке Бекбузарове? О таких выдающихся личностях, наверное, будут воспоминания, просто я их не встречал, но просто один, как бы, это, наверное, можно сказать, назвать воспоминанием. Вот был такой русский писатель Александр Куприн, кажется, конца 19-го, начала 20 века. Вот он написал повесть «Поединок».
по-моему, в 1905 году она была опубликована. В художественном варианте описывается тот же город Проскуров, тот же Днепровский полк, и те же офицеры этого Днепровского полка, но все это по другими именами, ну, как бы просто немножко переделал. Дело в том, что этот Куприн сам с 1890 по 1994 год, по-моему, служил в Днепровском полку и был сослуживцем Бекбузарова. Он тогда был подпоручиком, Бекбузаров был поручиком. И вот он, как один из персонажей, там и записал его, он его там называет Бек Агамалов, по-моему, он переделал немножко его фамилию, там называет черкесом, немножко, ну, там-то тоже он поручик. То там он как бы описывает его характер, вот, ходят и персонажи, понятно, что он как бы в жизни он вот, тоже такой же был. И внешний вид, что он с одной стороны был вид худой, такой, но с другой стороны в этом сила в нем есть, как у 10 он говорит. Там у него характер очень спокойный, говорит, но если гневаться начнет, там далеко от него надо стоять. Очень хорошо сидит на коне, очень хорошо владеет саблей, настоящий офицер описывает. Даже такое есть, что он говорит, что он с одного удара мог бы разрубить саблей тушу теленка. Какого характера вот, воспоминания можно сказать, но в художественной форме передает Куприн. Это вот, наш государственный архив выпускал в 22 году, сейчас недавно мы переиздали, «Боевая, трудовая, спортивная слава Ингушетии» называется вот такая книга. И вот мы там туда включили всех, кто высшие награды нашей страны получал, ну не только военные, там есть и спортсмены, и это труд, но значительная часть здесь уделена именно тем, кто, да, военным, и тем, кто в Российской империи получал высшие награды. Это георгиевское оружие, полный георгиевский кавалер и кавалер ордена Святого Георгия. На 29-й странице тоже есть Бекбузаров, генерал Бекбузаров. Здесь тоже его биография короткая, военный путь тоже мы здесь описываем. А какая вообще сегодня ведется работа Госархивом по поиску и дополнению информации о наших военных? Мы стараемся любые источники использовать, либо через потомков, где-то электронные базы данных. Конечно, финансовое положение не всегда позволяет выезжать в архивы. Если получается выезжать, опять же, через них или через наших краеведов, любые небольшие, хоть эта информация небольшая, да, дополнения, мы стараемся все это собирать в архиве для будущих поколений. Хотелось бы сказать, опять пользуясь моментом, что если вот у потомков есть какие-то данные, там, может, какие-то документы или копии документов, особенно выдающихся личностей, чтобы они приносили, мы бы откопировали и сохранили бы это на будущее. Бекхан Магометович, благодарим вас за подробный рассказ о Асламбеке Бекбузарове. Желаем вам успехов в вашей работе. Спасибо вам большое, что пригласили и дали рассказать об этом выдающемся человеке, представителе ингушского народа. С вами были архивы памяти, вечные главы истории ингушского народа. До новых встреч!